Тулан идет. Что я остановился, ребята? Я остановился именно на это место. Рассказать хочу. Вот я первый раз в этом месте увидел у зайцев тропинку. И начал вот понимать, где тропинка, чья тропинка. И на этих местах где-то вот тропинки такие были, как, знаете, как магистральная трасса. Ширина где-то 15 сантиметров. Вот такие, идешь и ты увидишь. Петлю поставил, на второй день уже заяц сидит там в петле. А сейчас вот сколько уже, нету ничего. Тишина, короче, ребят. Нечего показать, нечего заснять. Я вот пишу, что тоже не снимаю, как добываю там. Ну что тут добывать там, если добыть, если ничего нету. Все исчезло, все подряд. Бывает там боровая дичь. В прошлом году было, рябчики были. А в этом году весна такая была, что рябчики, птица погибла, а зайца вообще нету. Размножаются только медведи, лисы тоже очень много их. А вот для охотников, вот, чтобы добыть, скажем, рябчика или зайца нету. Вот в интернете, в ютубе я, конечно, смотрю, другие каналы снимают там в степи, как этих зайцев гоняют. Как охотник я говорю, это самое любимое место для рябчиков. Именно вот такое место, вот молодая береза, тут елки. Все, моя тропинка налево уходит, а я прямо пойду. Тут должен быть такой пруток, где брусника. Но я уже тут давненько тоже не ходил, лет 5 точно уже не ходил. Мои зачесы старые тоже. Вот они зачесы. Вон туда тропинка идет. Схожу, хоть посмотреть, брусника есть или нету. И вообще иду так, вспоминаю, что было. С этих зачесов я тоже начинал раньше. Тоже этот путик самостоятельно первый раз делал. Как-то, я не знаю, почему-то мне не понравилось, и я оставил этот путик. Подсад такой тут. А дальше там вообще стена. Это уже сейчас тоже подсад вышел. Раньше как будто не было такого. Еле слышно, как тулан лает. Я его на избушку оставил. О, как лает. Далековато уже я пошел, но чуть-чуть слышно еще, как он лает. Надел на себя плащ, потому что дождь начался опять. Мерзкая погода, вообще жуть. Никакого настроения нету ходить по тайге. Свищу, никто не отвечает. Да, он лает.
вообще денек какой-то сегодня пасмурный. И настроение какое-то пасмурное вообще. Гибель. Сейчас я еще кружок такой сделаю и пойду на рыбалку. Сегодня в тайге делать нечего. Все молчуны сегодня молчат. Никто не отвечает. Хожу уже по самым таким местам, где всегда встречаю рябчиков. Сегодня нету их. Ребята, рябчик подлетел. Не знаю, как там удастся мне заснять там. Где он? Не вижу. А вон он. В принципе, можно уже стрелять, но хочу еще заснять. Хитро как-то он прячется. Так. Опять спрятался. Вот, ребят. Вон он. Вот. Видели? Вообще в упор прилетел. Не свистит, молчит. Вон. Видели? Надо подстрелить, не знаю, получится, нет. Со съемкой. Короче, выстрелили, ребята, из мелкашки, но я не попал. Разучился я уже стрелять. И он куда-то вон туда дальше пересел. На елку, видно, куда-то он сел. Вообще близко расстояние в яблочко прицелился. Надо, наверное, под яблочко, может, было прицелиться, чтобы попасть. Не помню, уже давно не стрелял без оптики. Как пуля летит. Ну, где-то здесь. На елку сел. Здесь тоже точно не найти его. Короче, промахнулся я. Облажался, перехитрил рябчик-то. Где он сидит, фиг знает. Ну да ладно, дальше пойдем. Его оставляем, счастливчика. Без оптического прицела уже. Все. Стрелять разучился я. В эту зиму как-то надо прикупить оптический прицел какой-нибудь для севера, на север. Но он где-то тут. Иду по ельнику. Такой ельник остановился. Тоже как-то вспоминаю. Вот сосна и елка. Я как-то оттуда шел, короче, и из той елки, наверное, самая крупная елка где-то. Вдруг вот выскочил с елки, где-то в середине, наверное, было рябчик. Нет, обманываю, выше, наверное, на стволе выше. Рябчик выскочил, я резко так голову поднял на этот шум. И ниже, на 2 метра где-то, оказывается, сидела куница. И он перескакивал через елки и вот сюда. Короче, я его с этой сосны сперва как-то на елку затаился, потом на эту сосну он сел на сук и, короче, шлепнул я его. Да, помню. Нету сосны здесь нигде, а вот одна штука. И поэтому никак это не забыть, это место.
воспоминание такое. Покров день было на 14 уже снежок был. И, короче, я подбил, добыл этого куницу. Ну, у нас 200, наверное, принимали. А сейчас за 1500, наверное, так принимают шкурка куницы. Лицензия 60 рублей вроде как. Ну, я тоже оплачивал лицензию, все. В этом году тоже думаю сейчас съездить и оплатить тоже на пушного зверя. До этого еще у меня только оплачена боровая дичь. Утки, боровая дичь и все пернатые. А на, как сказать, на пушнину я еще не оплачивал. Просто присматриваюсь, что есть, нету, стоит, не стоит брать. В планах как-то по первому снегу хочется походить там. Думаю, оплачу я это. И пару штук хотя бы. 650 рублей получается взнос. И, не знаю, по какой цене сейчас дают. Раньше на зайца тоже так же давали бесплатно все. А сейчас зайца надо платить. И все платно сейчас. Куница, вот прошлый раз я когда оплачивал, 60 рублей штука была. В этом году не знаю. Будем смотреть, думать, платить, не платить. В общем, будем думать. Но на все так я возьму, оплачу, и смело можно ходить на куницу. И заодно, если волка подстрелить, то уже можно сдать. Если, скажем, ты куницу оплатил, можно добывать и волков. Такие правила охоты сейчас. А на улице дождь вообще. Я сырой иду. Я уже начал направляться обратно к избушке. Такой кружок сделал. А пока видел одного рябчика. И все. Но я с ним еще не снимал, но я его еще один раз видел. Но он хитрый уже стал. После выстрела уже так настораживается. И на фальшь моих свистках, наверное, уже видит. Короче, не смог я подманить его больше, все. Улетел. Вот так. Я у реки, ребят. Собак оставил. Иду на рыбалку. Взял удочку и спиннинг. Деревянная удочка, не знаю, кто-то в нашем веке ловит, нет на такую удочку сейчас. Но я по старинке попробую. На поплавочную снасть покидаю там. Хариус берет или нет, попробую. Вода прибывает. Где-то сантиметра 3-4, наверное, за ночь пришла. И вверху ее видно, там дожди идут. И быстро, эта таежная река быстро поднимается. Быстро падает и быстро поднимается. Все идет по-быстрому тут. Вот так. В тайге не прет ни хрена сегодня у меня. Одного рябчика такого видел. Вот. И решил, думаю, хоть на реке попытаюсь что-нибудь поймать. Попробую, хоть рыба берет или нет. Потому что сейчас уже вода начинает прибывать и может перестать вообще. Брать не будет. Вниз по течению сплавляться буду рыбачить. Снимать, как обычно, ничего не получится в одиночку. Без оператора. Но так, весь процесс, если что, я расскажу, что и как. Буду рыбачить на поплавок, на червя, опарыш, все есть у меня. Вот так. Также ружье взял на всякий пожарный. Если что, там рябчик где-то свистанет, посвищу, может. Да. Вряд ли в такую погоду они будут свистеть. Тулан лает там возле избушки. В такую дождливую погоду они тоже молчат, рябчики. Но все равно, без ружья куда? Рябчики засвистели, ребят. Я маню их. Не удержался, поднялся на берег. Вон там где-то.
уже близко подлетел. Вон он, вон, 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 вон. Метров от меня. Не шевельнуться, ничего. Буквально 15 метров. На елку я не вижу. Непонятно куда он подсел-то. Вот это да. О, меня заметил. А, вон он. Вижу, ребят. Вроде подбил. Да, попал. Попал самец. Все прибывается. Наконец-то первый рябчик. Второго еще приманил. Сел. Так, вон он. Метров 50, наверное. Да, подожди. Метров 50-60 расстояние. Но не знаю, удастся нет добыть, потому что без оптического прицела из меня стрелок фиговый сейчас. Ну, попробую, стрельну. Как удастся, потом расскажу. Так, здесь на сосне сидел очередной рябчик. И мне достались только перья в руки. Перышки упали. И все. Птица улетела. Вот, не могу найти перо, но они упали. Но сейчас я еще схожу, погляжу, может, вдруг подранок упал. А перед этим на береже, который сидел, я, короче, стрельнул. И ему точно не упала. Второго шанса птица не дает. После первого выстрела сразу улетает. Сейчас тут кружочек такой сделаю. Такие дела, ребят. Без оптического прицела тяжело стрелять. Хреново. Ну и думаю, он как-то, может, хвостовую часть как-то попала пуля. Потому что с легкостью он улетел. Куницам на корм. Обидно, конечно, да. Мало что стрелять, и еще стреляешь и улетают. Зачастую так получается. Ну нет, там я не слышал, как он падал. Обычно так после выстрела я сразу прислушиваюсь. Они летят, и такой звук, бух, ну, как падают об землю. Или шуршанием так падают. По-разному. На рыбалку пошел, а начал бегать за рябчиками. Там береза, значит, похоже. Ну да, береза. Нет, не упал. Бывает, что потом. Так. Ладно, что потом. Ничего не сделаешь. Улетел рябчик. Так, но я еще покружусь тут. Найду, не найду, если нет, так не судьба. Вот такие делишки, ребят. Так далеко не могу лететь, если нормально подать. Ну, наверное, думаю, пониже взял.
там прицеливаешься, они серые сейчас, и там погода пасмурная, сливается вот цвет пера, сливается цветом неба. А когда ясное небо, оно голубое, ты уже хорошо, отчетливо видишь птицу. Ну это я имею в виду без оптического прицела. А с оптическим прицелом, конечно, красота. Красота. Но в эту осень у меня охота такая, что я без оптического прицела север. Ничего, на будущий год что-то надо придумать. Это не дело без оптики ходить на рябчиков. Мелкие они. Все. Сейчас еще покружусь и буду к лодке идти. Еще выскочил вот с этой березы один рябчик. Над головой прям сидел. И самое главное, они на березах по земле не ходят, не бегают. Потому что, наверное, уже они почки там что-то кормятся почками. Все, наверное, уже им ягоды неинтересно. Неинтересно. Ну все, я уже тоже возвращаюсь. Покружил чуток. Чуток покружил. Все, нету, значит нету. Так вот, ищешь. И вот какой-то... Бывает местами, когда идешь по тайге, такая вонь. Эти, как его, гон у лосей. И запах мочи прям чувствуется. Обычно еще где вот ельники эти. Вонь такая. Они как-то ходили, наверное. И тоже отмечают. У медведя такой специфический запах. Ужасный запах у него. Тоже когда вот отмечает свою территорию. Такие дела. Хорошо по такому лесу ходить. Обзор больше видно. И почва хорошая. Но мало таких мест, где охочусь. Такие прутки попадают, но небольшие, маленькие. Все, идем. Хватит. Хватит. Одного добыли, и то хорошо. Лучше, чем ничего. В этой реке, оказывается, и хариус есть. Ты смотри, какой красавчик попался. Вон, не мелкий такой, хороший хариус. Обычную снасть. Я думал, зацеп. Так, шутя еще закинул. А нет, нифига, хариус. Такие штучки, вот такой патронтаж на малокалиберную винтовку на север, мелкашку. Я видео заснял, как это делается. И не знаю, перед этим видео выложу или позже. Кров идет еще. Это вот рябчика кров. Хороший патронтаж, я старый потерял, этот нормальный. Идет дождь. Хоть немножко настроение поднялось. Рыбину поймал я, ребята. Хариуса. Вот так. Ну, сейчас еще закину, может. Кто-то еще сидит. Посмотрим. Какая-то мелочь пузатая, наверное. Клюет. Сейчас хоть покажу. Как он дергает. Подошел опять он. Он мелкий что-то. Опа. И тоже хариус, оказывается. Ой-ой-ой.
Малюсенький какой. Ну-ка, сейчас снимем тебя. Пустим к мамке тебя. Пустим к мамке. Жадно так схватил. Вон, ребят. Сейчас поранится, блин. Вон он. Опа. Их отпускаем. Плавание. Опа. Давай гуляй вообще. Иди. Пошел. Сперва в шоке он был. Он ушел. Ой, зацепился куда-то. Короче, пока ни хрена не клюет. Первая мелочь, которые поклевки были. Яма здесь хорошая, видно. Пока не берет. Сейчас буду рыбачить. Здесь вроде яма хорошая. Тут мелко, но видно, что какой-то хариус стоит. Но она мелочь, но все равно посмотрим. За спиннинг кинул там, за спиннингом гнался, но оставил. О, вот, оп, блин, была рыба. Не крупная, смотрю. Спиннинг не хочет брать. И этот, как его, опарыш тоже неохотно. А с червями проблема у меня. Черви у меня все сдохли вообще. Я не знаю, как вода попала или фиг знает. Короче, пару штук там, оказывается, оставалось. И все. Не одно, так другое, блин. Все время какие-то проблемы. Опять клюнул. Клюнет и оставит. Она не крупная, может, из-за этого. Все. Охота у него. Ну, как сказать. Не хочет. Пару ударчиков сделал и все. Ладно, дальше поплывем. На ямах вообще тишина. Только в мелководье так. Надо где коряги. Ну и летом тоже сюда приезжали. Нифига. Где вот перекаты более-менее еще. Одно-две штуки попадало. Но сейчас они должны уже в яму собираться. Так, не хочет. Ладно, дальше поедем. Буквально сегодня еще выдра тут ходила вон от начала. Вон. И значит до сюда вода поднимется. Вот. Ну сегодняшний. Видно, что сегодня. А мы тут пытаемся поймать хариуса. Она на всех уже шуганул отсюда. Кормится хариусами, в общем, он любит хариус, и после него мало что остается. Или всех разгонит от коряги, или же просто догонит и съест. Обжора такая. Ай. Ну пока у нас тишина. И вроде ямы здесь хорошие. Меняю. Сейчас уже блесну. Зимнюю нацепил на леску. Обычный крючок я снял. Может на игру как-то
кто-то подойдет. Здесь глубоко, весло даже не достает. Яма хорошая. Если жору рыбу-то не надо приманивать, сразу берет. Не хочет. Что ты будешь делать? Солнце выглядывает. Где-то час уже, наверное, час 20 где-то, наверное, рыбачу. Переменчивая, ребят, погода. За 5 минут, как все изменилось, поменялось. Опять дожди начались. Солнце спряталось. Осень наступила вообще. Нехорошая погода. То одно, то другое. Я еще эти 100 метров еще порыбачу и, наверное, обратно буду подниматься. Бесполезно, не клюет, ребят. Здесь последняя надежда. Вот здесь такое место интересное даже. Ну, не глубоко, а бывает рыба тут стоит. Попробую еще тут. Вот, смотрите, как идет дождь.